Хандыге прошел районный фестиваль единого детского движения, посвященный 70-летию Победы и году гражданско-патриотического воспитания в Тампонском районе. В работе приняли участие 5 детских общественных объединений. Репортаж Марии Винокуровой. В работе приняли участие 5 детских общественных объединений общеобразовательных учреждений Улуса. На открытии фестиваля каждое общественное объединение продемонстрировало показ слайдов о своей детской организации. Затем делегаты представили музыкальные номера, коллективно-творческое дело. Наше объединение называется «Юта» – юные тополинские активисты. Мы проводим различные игры, мероприятия, конкурсы. В рамках фестиваля прошла презентация работы поисковых экспедиций детских общественных объединений «Связь времен и поколений», посвященная 70-летию Победы. В этом году в состав компетентного жюри вошли и представители районного совета ветеранов. Наша детская организация «Содружество» проводит разные мероприятия в школе. Помогаем детям начальных классов. Каждый из проектов был уникален. Делегаты из Хандыкской средней школы выступили с проектом школьной телестудии «Шкит ТВ». По результатам поисковой работы юнкоров были найдены ранее неизвестные архивные данные о ветеране войны, с боями, дошедшим до Берлина и расписавшимся на стене Рейхстага участники Парада Победы в Москве Николае Тагильцеве, а именно о представлении Тагильцева к званию Героя Советского Союза. Но решением вышестоящего командования стало награждение отважного солдата орденом Красного Знамени. Этот фильм признан лучшей исследовательской работой, а ведущая, учащаяся 10 класса, внучка старого солдата Катя Тагильцева награждена путевкой в летнюю школу Кискил. По итогам работы фестиваля единого детского движения первое место поделили Тампонская многопрофильная гимназия и Хандыкская средняя школа. На втором месте Сосыльская средняя школа и на третьем школа села Тополиная. Мария Винокурова, Джолсан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.